Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Анзор Масхадов, сын президента Чеченской Республики Ичкерия, избранного всенародно чеченским народом в 1997 году и убитого российскими властями в 2005 году в марте. И я хотел бы высказаться по поводу некоторых моментов после просмотра фильма Дудя «Помни». Как известно, люди, которые смотрели этот фильм, там говорится, там рассказывается о событиях, трагических событиях, во время, когда была захвачена школа в городе Беслан и были убиты дети. Честно скажу, фильм понравился, там говорится много правды и много чего не договорили этой правды. А именно, к этой правде со своей стороны я подойду чуть позже. Есть другой момент. В этом фильме было взято интервью у Таймураза Мамсурова. Это бывший глава Северной Осетии, насколько я помню, до 2015 года. И хочу сначала высказаться об этих высказываниях. Они очень не понравились. Это было, можно сказать, некрасиво для такого человека. Мой отец, Аслан Масхадов, это бывший офицер советской армии. Он был военным человеком. Он учился в академии. Он воевал и умел воевать, и воевал достойно, и никогда не прибегал к таким актам, которые упоминаются российскими властями. А именно, он не опускался на уровень российских генералов, которые бомбили мою республику, мою землю, мой народ, уничтожали села, уничтожали города, убивали мирных жителей. Такой человек, как Масхадов, никогда не посмел бы сделать такое, какая бы война это ни была. Это был действительно офицер, он знал, что такое честь, он ценил жизнь людей, любого человека. Знающие его могут подтвердить это. Это было в 1992 году, когда начались такие события, можно сказать, кровавые события на Кавказе, в Балтийских странах, когда советская армия уже начала убивать мирных людей. Мой отец, Аслан Масхадов, ушел из этой армии. Он не хотел участвовать в этом. Он не хотел быть виновником убийств мирного населения. И уехал к себе на родину, к своему народу, потому что уже российская армия окружила нашу республику и готовилась к войне, совершая там разного рода провокации. Так вот, я бы хотел сказать такое, что именно Таймураз Мамсуров, я думаю и уверен, что ни тогда, ни сегодня он не посмеет сказать правду. Правду о том, что в действительности произошло в городе Беслан. И по чьей вине погибли дети.
Вот. И когда я смотрел на его выступление, я это тоже понял, что человек лжет, говорит неправду. Тем более в такой некрасивой форме оскорбляет человека, такого человека, который хотел приехать в Беслан и предложил это, что хочет приехать в Беслан, я говорю про своего отца. И после всего этого он смеет оскорблять моего президента и моего отца. Это было очень некрасиво. Так вот, как я сказал, когда я смотрел эту запись, где он выступает, ну это я уже понял, что по его шарканью ногами, и человек, когда вот нервничал, и когда у него была несвязанная, нарушенная речь, видно было, что этот человек лжет, говорит неправду. Об этой трагедии можно говорить много, и у нас есть сегодня факты, и про некоторые я скажу. Так вот, я разговаривал с матерями этих детей, убитых в школе в городе Беслан. Я разговаривал с жителями этого города и узнал некоторые моменты еще в то время. Так вот, эти матеря, они обвиняют в убийстве своих детей Путина и тех, которые захватили эту школу. И они рассказывают, что по школе был нанесен удар, первые взрывы, несколько выстрелов из огнемета. Это страшное оружие, это огнемет, это очень страшное оружие. Человек, прошедший войну или знающий, что такое оружие, поймет, о чем речь. Называется шмель. Вот. И стреляли именно в спортзалах, где находились заложники. Это было убийство. А потом уже пошел штурм, и те люди, которые видели, которые были тогда в том месте, рассказывают, что пули попадали им с лицевой стороны, то есть не стреляли сзади, как говорили об этом российские СМИ. То есть они лгали. И я помню, 3 сентября 2004 года по российским каналам показывали такой фрагмент. Показывают баскетбольное кольцо и говорят, что это было именно то место, то баскетбольное кольцо, где было заложено самое большое взрывное устройство, и которое взорвалось, и после чего спецназ решил штурмовать. Это была ложь. Представьте себе, что было бы, если там что-то взорвалось бы. Они бы не смогли бы его снять даже. Это баскетбольное кольцо. А нам его показывают по телевизору. Это еще ложь. Вот. Потом другой момент. Я тоже смотрел, и наши люди тоже проверяли фамилии этих людей, которые назывались, которые захватили эту школу. Оказывается, те люди, которые захватили эту школу, должны были сидеть в тюрьмах. Почему их отпустили? Почему они там оказались в этой школе? Я думаю, это вопрос надо поставить тем людям, которые сидят в Кремле. Далее, есть такой момент. 3 сентября утром ко мне поступил звонок от моего отца. И он мне передал, что передай
представителю Масхадова в то время в Лондоне, специальному представителю Масхадова, что Масхадов готов поехать в Беслан, если российская сторона предоставит минимальные гарантии безопасности. Так вот, мы в то время, насколько мы смогли, мы это озвучили, передали. Потом Ахмед Закаев связывался с Засоховым. И такая информация по-любому была у Кремля, что Масхадов готов туда приехать и помочь вызволить этих заложников. В действительности он был очень шокирован этой акцией. Вот. Затем мы ждали ответа. Мы переживали, очень сильно переживали, но никакого ответа не было. Потом мне поступает еще один звонок в этот день, 3 сентября, и говорят, что захвачены наши родственники, то есть родственники моего отца и моей матери. Все старики, дети, женщины. И отвезли в Ханкало, это военная база на окраине Грозного. Они были взяты именно для того, чтобы как-то подействовать на Масхадова, что как бы если Масхадов все-таки пойдет в Беслан, то они могут убить родственников. Такой был шантаж, как бы. Но сразу после этого российский спецназ, как я говорил ранее, ударил этими огнеметами по спортзалу и начался штурм. Они убили этих детей. Поэтому я, как сын, как чеченец, часть этого народа, во главе которого был такой человек, Аслан Масхадов, горд, что мой лидер, будучи даже в войне, в таком состоянии, мы были в сопротивлении российским агрессорам, что наш лидер сделал такой шаг. Он мог бы и готов был пожертвовать ради этих детей. И поэтому те слова, которые мы услышали от Мансурова, это было очень некрасиво. Человек, который хотел помочь урегулировать или там избежать этой крови. Вот. И я хотел бы послушать своего отца, того обращения, которое он сделал именно после этих событий. Мы все до глубины души возмущены этим фактом, выражаем искренние соболезнования родственникам погибших детей и близких. И также приносим свои извинения осетинскому народу. Независимо, кто взял или кто возьмет на себя ответственность за эту трагедию, независимо, были там чеченцы или нет. Я хорошо знаю, лично знаком с президентом Северной Осетии Засоховым. Это уважаемый человек, честный человек, трезвомыслящий политик. Он бы никогда не отдал начать штурм школы.
ни при каких обстоятельствах. И я уверен, что он не отдавал такой приказ и не был согласен с теми, которые начали этот штурм. 3 числа, день штурма, утром мой представитель Великобритании Закаев разговаривал по телефону с Засоховым. И мы были уверены, что начнутся переговоры, что мы сможем выступить посредниками, хорошо зная Россию, российских руководителей, методы спецслужб России. Мы и готовы были, и в том числе и я, рискуя нашими жизнями, выступить посредниками, спасти этих детей. И были уверен, что мы сумеем это сделать, даже ущерб требованиям этих террористов, тех людей, которые взяли в заложники. Ну, по-моему, когда в самолете отравили Анну Политковскую и арестовали Бабицкого, уже было понятно, что будет штурм, что будет силовое решение. Поэтому, по-моему, главное слово за президентом Северной Осетии Засоховым. Он должен сказать правду. Он должен открыть глаза своему народу, родственникам погибших. Кто отдавал приказ начать шторм? Кто виновен в гибели сотен детей? По-моему, на это у него хватит смелости и разума. Это наша правда. И, как говорится, наша совесть чиста. Мы все оказались жертвами этой трагедии. Да, действительно, там погибли заложники, там погибли дети. И было использовано имя чеченцев, якобы которые стояли или запланировали эту акцию. Мы всегда были против таких акций и всегда их осуждали. Вот. И в завершение я хотел бы сказать тем жителям, матерям, которые пострадали, которые были, у которых погибли, были убиты дети. Я бы хотел им принести соболезнования с нашей стороны, со стороны моего отца, от себя, от чеченцев. Для меня нет разницы, женщина чеченка или женщина из Осетии. Это мать, это сестра, это дочь. Женщина, мать – это святое, тем более дети. И убиты в Осетии или в другой республике или в каком-то другом государстве, это даже не передать словами. Дети есть дети. И никто не имеет права совершать такое с детьми. Спасибо за внимание.